Среднее профессиональное образование. Что это такое? И что мы об этом должны знать? Вот об этом сегодня и поговорим. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Бикхан Сатуев. Машаллах, Бикхан. И, как говорится, сразу переходя к нашему разговору, мой первый вопрос может быть банальный. Вам покажется как профессионалу, но и все-таки опыт жизни показывает, что я его должен вам задать. Почему, вы сами сейчас поймете. Что представляет собой среднее профессиональное образование и каковы его отличия от среднеспециального или профессионально-технического образования? Как понять все это? Прошу. Согласитесь, не все понимают вот это все. Очень актуальный вопрос, потому что до сих пор пользуются такими терминологиями. Ну что, давайте подведем, вот просто так постараюсь доступно объяснить и не опираясь на простыми терминологию. Да. Прошу. Современная система среднего профессионального образования – это некая эволюционная модель, вобравшая в себя какие-то лучшие практики, модели советской системы среднего профессионального образования и опирающаяся сегодня на подготовку специалистов в тесной связке с работодателем. И после появления нового федерального закона об образовании 273 ФЗ, система среднего профессионального образования, в нее интегрированы вот такие модели, как инженерно-технологическое и среднее специальное образование. То есть на сегодня есть единая система среднего профессионального образования, более уникальная и представляющая из себя модель взаимодействия работодателя и образовательной организации. То есть на сегодня у нас есть только одно – среднее профессиональное образование. Совершенно верно. И все. И все. Других нет, они канули в лета, их нет, они ушли. Других нет, да. Хорошо, вот с этим разобрались. Продолжаем. Смотрите, приемная кампания 2025 года в России отчетливо показала растущую популярность колледжей и техникумов. Продолжая, скажу, что на совещании у президента Владимира Владимировича Путина 17 сентября министр просвещения Сергей Кравцов представил предварительные итоги, сообщив о зачислении более 1 миллиона студентов в колледжи. Где-то на 200 тысяч превышает прошлогодние показатели. А каковы цифры в Чеченской Республике тут? Да, региональная динамика также подтверждает устойчивый рост востребованности у абитуриентов обучения в среднем профессиональном образовании. К примеру, с приемного учебного года 2001 по сегодняшний день рост составляет более 100%. То есть, если говорить только о бюджетных местах, а контрольные цифры приема это и есть бюджетные места, с 3700 мест в текущем году мы выросли до 600-250. Это мы перекрыли полностью? Да. Стопроцентную? Не скажу, что мы потребность перекрыли, мы 100% увеличили контрольные цифры приема. С чем связан этот небывалый подъем интереса к среднему профессиональному образованию? Ваше мнение? Вот феномен повышенного спроса он, у абитуриентов прежде всего обусловлен двумя факторами. Это практикоориентируемость обучения, то есть подготовка построена вокруг профессиональных компетенций. То есть студент, получая образование, получает вместе с тем и практику за короткий промежуток времени. И у студента, выпускника, появляется возможность трудоустройства сразу после учебы. Это первый момент. И второй – это гибкость образовательной траектории. То есть студент получает возможность, работая, учиться в системе среднего профессионального образования и дополнять без отрыва от производства. Без отрыва от производства. Это тоже хорошо, но в числе основных таких причин называют часто нежелание сдавать ЕГЭ. Это может быть Смотрите, такое? Это
может быть, но это не основная причина. Это не основная причина. Не основная причина, да. Хорошо. А сколько учреждений среднего профессионального образования функционирует в нашем регионе, в нашей республике в настоящее время? И сколько студентов в них обучается? Существует ли такая актуальная статистика вот по этому вопросу, по данному вопросу? Да, конечно. На сегодняшний день на территории Чеченской Республики функционирует 34 образовательные организации профессионального образования. Из них 18 колледжей подведомственных к Министерству образования и науки Чеченской Республики, одно учреждение Министерства здравоохранения, одно учреждение Министерства культуры и одно учреждение Министерства сельского хозяйства. 4 колледжа при высших учебных образовательных организациях и 9 частных профессиональных образовательных организациях. Во всех колледжах на сегодняшний день, это на 1 декабря статистика, обучается более 42 тысяч студентов. Более 42 тысяч студентов. А частные колледжи, среднепрофессиональные учреждения, они чем-то отличаются от государственных? В частных колледжах основное отличие – это коммерциализированное обучение, то есть дети учатся на коммерческой основе. А что выбирает наша молодежь чеченская? Какие специальности пользуются наибольшим таким спросом сегодня? Очень хороший и актуальный вопрос. Вообще, ряд последних лет показывает, что предпочтение у абитуриентов сохраняется, если говорить, там первый топ-3, это медицина. Связано это с тем, что наблюдается демографический рост и, соответственно, развивается система здравоохранения. То есть кадры среднего звена для медицины, они необходимы, и, естественно, абитуриенты акцентируют на этом внимание. Также, что радует нас как потенциальных работодателей, растет интерес к педагогике. В этом году рекордное количество целевых договоров Министерством образования и науки Чеченской Республики заключены для подготовки кадров различного уровня, как для школ, так и для системы среднего профессионального образования. Естественно, третья уверенно лидирующая позиция – это IT-направление. В мире трансформации и цифровых технологий это достаточно перспективное направление, и дети, абитуриенты, слава богу, понимают это. Но я хотел бы здесь еще просто не упустить возможность подчеркнуть, это не означает, что у нас не востребованы сварщики, сантехники, каменщики. В свете того, что какие масштабные проекты реализуются на территории Чеченской Республики, строятся целые районы таких востребованные каменщики, дети выбирают, учатся и работают строительные специальности на тоже различных стройках. Да, совершенно верно. И они неплохие. Кстати говоря, я начинал свою трудовую деятельность, так сказать, далекой молодости, после школы сварщиком. Я знаю, что такое работа сварщики. Неплохая, кстати, профессия. Очень хорошая. А в современном мире, я бы сказал, одна из таких очень-очень хорошо оплачиваемых, кстати говоря. А как распределяются бюджетные места при поступлении в колледжи, техникуме после 9-11 классов? Как устанавливается объем бюджетных мест в чеченских колледжах? Объем бюджетных мест устанавливается, естественно, прежде всего по запросу работодателей, а также министерств и ведомств по курируемым отраслям экономики и социальной сферы. То есть, опираясь на стратегические документы и национальные проекты, проекты инвестиционные, в каждом направлении, опираясь на вот эти стратегические документы, мы понимаем количественное соотношение, сколько специалистов нужно подготовить в той или иной отрасли, и формирование контрольных цифр приема проходит ряд согласований с отраслевыми министерствами. Это прежде всего вызвано еще и необходимостью тем, чтобы впоследствии, после обучения студент мог трудоустроиться на создаваемое вакантное место в этих отраслях. А есть такое понятие
профессиональном образовании, целевое направление, целевое обучение? Конечно, целевое направление, оно само собой трансформируется тоже, то есть с недавних пор целевое направление, оно любой участник и желатель получить целевое место может через сайт «Работа России» связать учреждение, где он хочет обучаться, и вакантное место, которое работодатель размещает, поступить именно в этом направлении, за счет работодателей отучиться. Но, как я уже выше говорил, в этом году порядка 300 целевых договоров Министерство образования заключило с абитуриентами. Вот смотрите, как хорошо, что вы сегодня здесь, в студии программы «Отражение». И вот эту всю информацию доносите до наших телезрителей. А я скажу вам, информация очень актуальная. Исходя из нашего разговора, получается, что сегодня стереотип о среднем профессиональном образовании, как о ПТУ для отстающих, уже не актуален. Можно так сказать? Уверенно. Уверенно не актуально, потому что вот современная действительность показывает нам то, что более 60% выпускников 9 классов поступают в учреждения профессионального образования. То как есть, раньше зазывать не надо, сами идут. Зазывать не надо, но вместе с тем Министерство образования и науки Чеченской Республики совместно с Министерством труда мы ежегодно проводим различного рода ярмарки профессий. Ну это понятно. Ярмарки, то есть, но нет такого, я скажу, тебя в ПТУ отдадут, да? Такого нет уже. Но на нашей практике мы такого точно не видели. И дети, как мы с вами уже говорили, предпочитают быстрее получить профессию и вступить вот в эту взрослую жизнь, начать зарабатывать, где финансовая самостоятельность для них гораздо перспективнее, чем и это неплохо. И это неплохо. Ну и есть еще один фактор, который позволяет детям непрерывно, они понимают, вступая в эту взрослую жизнь, работая уже, понимают вот непрерывность системы образования, которая сложилась на территории Российской Федерации, что они в последующем могут с этим же дипломом среднего профессионального образования поступить по направлению высшего учебного заведения. Вдогонку, так сказать, после окончания среднего профессионального учреждения, как с поступлением в высшее учебное заведение? Там нужно ЕГЭ сдавать или же как все это происходит? ЕГЭ не нужно сдавать. Дети с наличием диплома выпускника профессионального образовательной организации имеют право получить образование. Но с следующей приемной кампании вступают новые правила поступления. Если раньше с одной специальности можно было поступить в любое направление, то с следующей приемной кампании студент может выбрать образование только по направлению первого своего профессионального образования. По своему профилю. То есть, да, получив диплом направления сестринское дело, студент может поступить только на медицину. Это без ЕГЭ? Без ЕГЭ. Если он поступает по своему профилю. По своему профилю, да. А на остальные специальности, на остальные профессии? специальности, то есть исключена эта возможность, только по направлению может поступить ребенок. А каков современный портрет системы среднего профессионального образования в Чеченской Республике? В чем ее уникальность, сильные и слабые стороны? Очень хороший вопрос. Ну, современная архитектура системы среднего профессионального образования, если так в разрезе государственных, негосударственных, федеральных смотреть, к примеру, в государственных учреждениях реализуется 73 программы подготовки. Негосударственных, то есть коммерческих, 2 профессии, 17 специальностей, структурные подразделения вузов, это 12 профессий и 36 специальностей. Уникальность системы заключается в том, что СПБО является механизмом кадрового обеспечения региональной экономики. То есть это скорейшее получение кадровой подпитки в экономику. Ну и говоря о сильных сторонах
Это первое, конечно, соответствие с потребностями рынка труда. Второе – это доступность и оперативность получения профессии. Ну, третье – ориентация на практические компетенции, то есть работа непосредственно с работодателем. Слабые стороны – это, конечно же, прежде всего с необходимостью регулярной модернизации оснащения. То есть тут вопрос динамики изменений, цифровой трансформации и так далее. Все время нужно обновлять материально-техническую базу. Дефицит мест, вот, несмотря на то, что мы на 100% увеличили количество бюджетных мест, хотелось бы, конечно, больше, но это вызвано даже не то чтобы желанием нашим, сколько ростом, демографическим ростом. Ежегодно количество выпускников 9 классов увеличивается, соотношение бюджетных мест и выпускниками, и желающими, то есть оно несоизмеримо меняется. Но тут поэтому в этом вопросе работают кто-то. Это я сейчас в заключение скажу, конечно же. Потребность усиления интеграции работодателей в образовательный процесс. Естественно, вот вы задали вопрос, эти задачи находятся в центре внимания как правительства Чеченской Республики и непосредственно Министерства образования. Решается. Конечно. Вопрос. Конечно. Это самое главное. Возвращаясь вот к предыдущему вопросу, контрольные цифры приема ежегодно увеличиваются. То есть положительная динамика есть. То есть в наши средние профессиональные учреждения образования, можно сказать, уже есть конкурс? Совершенно верно. Совершенно верно. Конкурс в средние профессиональные учреждения образования. Да, мир меняется. Очень сильно. Мир меняется. И скажите мне, Бекан, как бы вы оценили уровень педагогов, которые обучают наших будущих специалистов, как заместитель министра образования и науки Чеченской Республики, который курирует это направление? Прошу. Это очень актуальный вопрос для министерства, как для министерства, так и для каждого родителя. То есть для министерства это выстраивание своей работы, для родителей, кто же обучает все-таки наших детей. Этот вопрос также у нас один из самых приоритетных. К примеру, с началом реализации такого проекта, как профессионалитет, более 40% педагогов, работающих на данный момент в системе, повысили свою квалификацию в соответствии с требованиями и новыми стандартами образовательного процесса. Каждый колледж взращивает для себя, скажем так, будущего педагога или мастера из числа даже тех своих выпускников. В каждом колледже создается кадровый резерв для пополнения и омоложения педагогического состава. То есть это непрерывная работа, на котором акцентируется очень сильное внимание. Вот вы сказали профессионалитет. И тут я хочу вам задать такой вопрос. Смотрите, наш регион один из первых присоединился к реализации масштабного федерального проекта «Профессионалитет». И тут хочу спросить, что же удалось сделать? Какие результаты уже удалось добиться? Да, действительно, Чеченская Республика одна из первых заявилась на конкурс. 2 года подряд мы выиграли грант на создание кластеров профессионалитет. На сегодняшний день создано 3 профессионалитета. Это первое звено для здорового поколения, Центр развития педагогических компетенций и строительная отрасль. На сегодняшний день в кластер вошли 38 ключевых работодателей, 12 образовательных организаций. В рамках программ профессионалитета обучается порядка 10 тысяч студентов. Профессионалитет сам по себе предполагает
некоторый экстернат для системы среднего профессионального образования. То есть это ускоренная подготовка специалистов для закрытия потребностей, существующих потребностей экономики и социальной сферы региона. Заключается вот при поступлении очень серьезный показатель эффективности профессионалитета — это заключение целевых договоров. Ежегодно заключаются сотни целевых договоров на подготовку специалистов не только для участников, индустриальных партнеров профессионалитета, где они сами себе готовят кадры, но и для близлежащих регионов. Это новое направление в Российской Федерации, соответственно, с появлением профессионалитета и интерес к среднему профессиональному образованию значительно увеличился. Проект работает. Да. И это самое главное. У нас еще остается немножко времени. Хочу вам задать такой вопрос. Как вы оцениваете уходящий год? И что вы ждете от года приходящего? Если опираться на свою профессиональную деятельность, уходящий год для нас он сложился очень удачным. В плане, когда любая деятельность, отрасль оценивается своими различными рейтингами. Благодаря во многом поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря поддержке правительства, собственно, нам удалось значительно улучшить позиции системы образования региона в российском рейтинге. В целом, в общем. В общем и целом. И мы понимаем, что это сделан для нас он значительный шаг, но это тот маленький шаг по сравнению с тем, которым нам удастся сделать в следующем году. Будем надеяться. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. С наступающим вас Новым годом. И вас также. Удачи вам и успехов в вашей работе. И вас также. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Бикхан Сатуев. Я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И говорю вам всем с наступающим Новым годом, дорогие друзья, с праздником. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.